Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. За 20 лет независимости Туркменистана главной статьей расходов в бюджете страны были расходы на строительство множества мраморных сооружений. Были построены десятки министерств, дворцов, фонтанов, мемориалов, памятников и жилых комплексов, в основном, правда, пустующих. На эти цели тратятся огромные средства. Туркменистан является лакомым кусочком для многих строительных компаний, ведь в свое время Туркменбаши, а сегодня Аркадаг, денег на новые постройки не жалеют. Обычно строительство доверяют компании, выигравшей тендер. Тендер – это соревнование среди фирм, заинтересованных в проекте. Заказчик, в нашем случае правительство Туркменистана, выдвигает свои требования, которым должен будет удовлетворять будущий проект. А заинтересованные фирмы представляют на конкурсной основе свои предложения. Договор на строительство получает фирма, предложившая лучшие условия для контракта, например, более низкую цену, лучшее качество или короткие сроки строительства. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. У нас, однако, все происходит куда проще. Президент на свое усмотрение распоряжается бюджетом страны и дает контракты не тем, кто сможет его выполнить качественнее, быстрее и дешевле, а тем, кто найдет нужный подход лично к нему. Кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую конфету. В случае с французской компанией Буик ключом к сердцу президента и к многомиллионному контракту оказался раллийный автомобиль. А представитель турецкой строительной компании сыграл на любви президента к морскому транспорту. I'll be yours through all the years. Şimdi firmeni aprel ayına emeli koylatçamızda şu neye başlamadayım İtalya'daki Gandolu mu? Gandolu'da geçirecek mi? Ben size bir spesiyel bizzat tayinliyorum. Sonra bu edersin de. Evet, evet. Sonra geçeceğiz değil mi? Evet, onunla geçeceksin. Aylık adamların emrede geçer, kayıtlı geçer. Var, 2 tane de Hayrettin o adamlar için şeyimiz var. İlçiler için. Tabii, yapık bakanlar için. Var. Var, İzninizden de onlar gelecek. Bu benim tayinlattığım İtalyan gondolası değil, eski Osmanlı padişahlarının Bosfor'da gezen şeyi. O klasik, şimdi onların hepsi tek tek şu yağlık nakış ediliyor üstlerine onu. Yani Türkmen ornamentleri edersin. Türkmen ornamentleri ediyor. Biz size sürpriz edecektik ama gitmişler herhalde. Nira korkuyorsun değil mi abi? Öyle mi? Ben dedim sen sürpriz olsun diye ama onun üzerine işliyorum ben. Ya onun yarışı burada. Onun neyime yine vurgulu proyekt var, ona ben deriye aytdım aydan aptan bilemek şol nemedeki Libraktaki çimen zavodu. Hayal koruyor musun ama? Ben onu yani Derya Bey ayıtmadı ama deseniz biz oradan Tayyar'ı sürmetip zaten. Yani biz çünkü... Niye ayıtmadın ama? Ben Erol'un kuruluşaydıydım ha. Yok, ayıtmadı. Ama bizim geçen de size ayıtmıştım. Bütün organizasyonu... Şu an 1 milyonluk değil mi? 1 milyonluk, evet. Ona 1 milyon. O da 1 milyonluk. Yani o şu enzamdan hemmesi ne böyle ki? Almanlan ki mi? Немецлеринки. Путь к сердцу Туркменбаши когда-то лежал через переводы Рухнамы на разные языки. Ruhname should be a source of power that will keep hearts alert. Аркадага же интересует более приземленные материи.
Вы знаете, цель его была такова, что он хотел, скажем, стать 13-м пророком мира. По воле случая они оказались в руководстве республики, когда она получила независимость. Они имели разные взгляды на то, какой должна стать их родина. 2 лет совместной работы хватило для того, чтобы эти 2 человека стали непримиримыми врагами. Авдыкулиев родился в Ашхабаде в 1936 году. По образованию филолог. С 1960 года работал в дипломатическом ведомстве Советского Союза. Первый министр иностранных дел независимого Туркменистана. В августе 1992 года ушел из правительства и перешел в оппозицию к действующей власти. Впоследствии создал и возглавил Объединенную демократическую оппозицию Туркменистана. Население, богатое природными ресурсами страны, жило довольно бедно. В то же время большинство терпимо относилось к жестоким методам правления, которые установил первый президент. Разумеется, не все безропотно мирились с этими методами. Благодаря своим организаторским способностям и авторитету, он смог собрать вокруг себя людей самых разных взглядов, которых не устраивала политика, проводимая туркменским президентом Ниязовым. После того, как я ушел из правительства, по инициативе Ниязова мы встречались с ним. Я сказал, я буду бороться против его политики. Он мне сказал, кто тебе даст бороться? Упадет кирпич на твою голову, пострадают твои родственники. Я сказал, я все равно буду бороться. Живя в изгнании, он вел интернет-сайт, писал книги. По его инициативе издавался журнал «Иркин Туркменистан». Экземпляры этого журнала нелегально попадали в Туркменистан. Участвовал во многих международных конференциях, встречался с зарубежными дипломатами, выступал на радио «Азатлык». В общем, вел активную оппозиционную деятельность. Естественно, его активность очень беспокоила туркменские власти. Ниязов неоднократно требовал от Москвы ареста и выдачи Кулиева за якобы совершенные уголовные преступления. В 2003 году началась кампания по дискредитации лидера оппозиции. В туркменской прессе появились статьи, обвинявшие Кулиева в связях с наркомафией, с криминальным миром. Летом 2003 года Кулиев, проживавший в то время в подмосковном городе Химки, был жестоко избит. В 2003 году избили меня, вывели из строя мой правый глаз. Сейчас я не могу практически ни читать, ни писать. После этого случая он перебрался в Скандинавию, где продолжил свою работу. В ночь на 10 апреля 2007 года Авды Авезович Кулиев скончался. Он на 3,5 месяца пережил своего политического оппонента Сапармурата Ниязова. Новый руководитель Туркменистана, заявлявший о демократических преобразованиях, отказал вдове Авды Кулиева Татьяне похоронить на родине тело человека, отдавшего 15 лет своей жизни в борьбе за демократию.